Open Dialogue Foundation в зале не вижу. Таким образом, слово предоставляется активисте Какамурат Кидыров. И прошу подготовиться к Root Accountability. Благодарю вас. Представляю группу неравнодушных единомышленников Туркменистана, как внутри, так и за пределами. Мы хотим показать здесь, на этом заседании, острые углы и пути их преодоления. Туркменистан – участник ОБСЕ с 1992 года, а центр ОБСЕ открылся в Ашхабаде с 1999 года. Задачи и цели ОБСЕ нацелены на предотвращение конфликтов и урегулирование кризисных ситуаций, а также защита прав человека. Ну так вот, число недовольных в Туркменистане и репрессии по отношению к людям увеличились с десяток до тысячи. И это только те, по отношению которых высказывают свои недовольства. А если взять тех, кто просто боится и запуган, то счет пойдет на миллионы. В конечном итоге, при попустительстве и полном бездействии ОБСЕ, власти Туркменистана успешно продвигаются в деле построения рабовладельческого государства. Да-да, рабовладельческое государство, я говорю, где главным бенефициаром является власть. А как иначе назвать строй, где в подавляющем большинстве народ лишен не то что демократических свобод, но и возможности свободы перемещения, проживания не то что в другой стране, но даже в пределах собственного государства. ОБСЕ не вчера, а позавчера я разговаривал с омбудсменом Туркменистана и спрашивал, как часто вы контактируете с коллегами в ашхабадским филиалом. Она как-то замялась и вежливо отослала меня на свой сайт. То есть это что означает? Что у них нет никаких контактов, никаких работы. Нету назойливого, так сказать, и навязчивого пресса по отношению к действующей власти. ОБСЕ фактически отгородилась от власти, от народа, то есть, извините, от народа, полицейским кордоном перед зданием. Сотрудник полиции спрашивает, куда и зачем он идет. А как вы думаете, много ли будет желающих заявить о своих нарушенных правах в условиях жесткого полицейского государства? Я могу дальше перечислять острые иглы, но я ограничен во времени. Я хочу предложить, как это можно попытаться исправить и изменить. Вам нужно взять на работу в Туркменистане юридически грамотного и образованного человека из среды оппозиции. Важно, чтобы человек понимал внутреннее устройство туркменского общества, которое в значительной степени имеет родоплеменное устройство. В качестве кандидата могу предложить себя. Я имею юридическое образование, знаю законы и знаю племенную структуру туркмен. Те кадры, которые вы трудоустраиваете, это либо родственники руководства Туркменистана, либо полностью под контролем спецслужб Туркменистана. А значит, они безмолвны и равнодушны к тем чаяниям и проблемам и интересам туркменских граждан. Если же ОБСЕ не готов к переменам в работе Туркменистана, то будет правильнее и честнее уйти из Туркменистана и не тратить деньги. Как в свое время сделала такая организация, как «Врачи без границ». Когда она поняла, что власти Туркменистана вводят их за нос и не готовы сотрудничать, и не готовы имитировать сотрудничество. Сейчас Туркменистан медленно, неуклонно движется к гражданской войне. Народ против порабощения себя верхушкой туркменской диктатуры. Сразу хочу предупредить. Если народ начнет воевать за свои права и свободы, не вздумайте их называть террористами, как это в свое время сделали с Талибаном, как это упомянул мой коллега предыдущий Мухиддин Кабириев, как в Таджикистане, злоупотребляя их правами. Ну, я дальше могу перечислять, но ограничено во времени. Спасибо вам всем.